Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 23 января в здании правительства Республики Таджикистан под руководством президента Республики Таджикистан, лидера нации и председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось расширенное заседание правительства Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие руководство и члены правительства, сотрудники исполнительного аппарата президента и его структурных подразделений, руководители центральных органов государственной власти, ведомств при президенте и правительстве, руководители республиканских предприятий и учреждений, председатели областей, городов и районов, руководители высших учебных заведений, центров реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов, а также другие ответственные лица. На заседании были подробно обсуждены итоги социально-экономического развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год. Накануне в Душанбе состоялось внеочередное заседание Координационного совета деятельности правоохранительных органов столицы. На повестке дня обсуждались актуальные вопросы, касающиеся преступности среди несовершеннолетних, рост некоторых тревожных явлений, соблюдение законодательства в данной сфере, а также другие важные темы настоящего времени. О том, какие конкретные вопросы были озвучены на мероприятии, узнаем из следующего репортажа. Заседание Координационного совета началось со вступительного слова председателя совета прокурора города Душанбе, который отметил вопросы, предусмотренные в повестке дня, подчеркнув, что основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения, повышению чувства ответственности среди молодежи и обеспечению строгого соблюдения требований законодательства в сфере образования. На мероприятии было также подчеркнуто, что постоянная поддержка и дальновидная политика председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, также создали возможность для правоохранительных органов реализовывать вопросы, касающиеся несовершеннолетних, включая предотвращение преступности, защиту их прав и устранение опасных явлений на высоком уровне координации. Также в ходе выступлений членов Координационного совета и обсуждения тем было отмечено, что за 2025 год будет проанализирован и подведены итоги ситуации с преступностью и правонарушениями среди несовершеннолетних, вовлечение их в незаконное религиозное обучение, а также соблюдение требований законов Республики Таджикистан об образовании, системе предупреждения и предотвращения правонарушений несовершеннолетних, об ответственности за воспитание и образование детей и других нормативно-правовых актов. И в завершении собрания были выделены пути повышения профилактической деятельности, укрепление сотрудничества с образовательными учреждениями, вовлечение общества в предотвращение правонарушений несовершеннолетних, а также расширение информационно-разъяснительной работы среди родителей и педагогов. Координационный совет принял соответствующее решение, согласно которому соответствующие органы, включая опеку и попечительство, образование и науку, здравоохранение и социальную защиту населения, Продолжение серии встреч и дискуссий по разъяснению основных положений послания президента Республики Таджикистан, представленного законодательному органу страны 16 декабря 2025 года, рабочая группа государственных органов власти города Душанбе провела очередную встречу с жителями поселков номера 23, 24 и Махалы Якачину района Фердауси. Подробнее смотрите в нашем материале. В ходе открытия заседания рабочей группы исполнительных органов государственных властей города Душанбе, прошедшего с участием жителей поселков номера 23, номера 24 и Махалы Якачину района Фердауси, ответственные лица отметили, что послание лидера нации содержит конкретные социальные цели, новые стратегические, экономические и правовые задачи, требуют от должностных лиц профессионального и ответственного подхода к их реализации. В продолжение выступления было подчеркнуто значение уникального вклада лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в развитие, процветание и благополучие страны, а также его постоянную заботу о различных слоях населения, подростках и молодежи, людях с инвалидностью и пожилых гражданах. Участников встречи призвали быть верными своему делу, поощрять стремление к знаниям, любить родину и бережно относиться к национальным святыням и ценностям. Отмечалось также, что
что президент Республики Таджикистан, лидер нации, ежегодно обращается к Маджлиси Оли Республики Таджикистан с посланием, в котором особое внимание уделяется вопросам развития ключевых отраслей государства, прогресса общества, повышения уровня жизни населения, расширения инновационной среды, предупреждения вовлечения молодых людей в террористические и экстремистские организации, а также их добровольного призыва в вооруженные силы и другим вопросам, направленным на улучшение условий жизни населения. В средней общеобразовательной школе номер 8 района Исмоили-Сомони состоялась встреча рабочей группы исполнительного органа государственной власти города Душанбе по разъяснению сути послания президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Комментарии наших коллег. В Душанбе продолжается серия встреч, посвященных разъяснению сути послания президента Республики Таджикистан. На этот раз рабочая группа исполнительного органа государственной власти столицы собралась в зале средней школы номер 8 имени Бузура Сабирова. Здесь за одним столом встретились жители Махали Хабибулу Назарова и жильцы домов государственного унитарного предприятия жилищное обслуживание номер 2 района Исмоили-Сомони. Главная тема разговора – воспитание молодого поколения. Участники подчеркнули в своем послании, Момали Рахмон особо акцентировал внимание на патриотическом воспитании и необходимости вовлечения молодежи в современные знания. Президент поручил ответственным структурам предпринять все меры, чтобы подростки имели доступ к качественному образованию и новым возможностям. Однако, как отметили выступающие, несмотря на то, что закон о воспитании и обучении детей действует уже несколько лет, со стороны некоторых родителей все еще наблюдается безответственность. Воспитание – это общая задача, и каждый должен внести свой вклад, прозвучало в ходе встречи. Особое внимание было уделено роли семьи. Именно в домашней атмосфере закладываются основы характера ребенка, а школа становится площадкой для развития и совершенствования. По наблюдениям специалистов, большинство случаев бесконтрольности и правонарушений среди подростков происходят вне учебных часов, что еще раз подтверждает важность родительского участия. В завершении встречи состоялся живой обмен мнениями. Участники задавали вопросы, предлагали идеи и делились своим видением решения проблем. Обсуждение коснулось и других аспектов президентского послания, что сделало диалог еще более содержательным и полезным для всех присутствующих. 22-23 января в государственном учреждении Центр детей и подростков города Душанбе с участием победителей второго тура городского конкурса Тукалби Таджикистони Душанбе, а также членов жюри ответственных лиц мероприятия состоялся финальный этап конкурса. Подробнее в материале наших коллег. Исполнительный орган государственной власти города Душанбе с целью отражения нового этапа благоустройства и созидания, а также поступательного развития столицы Республики Таджикистан города Душанбе объявил городской конкурс на лучшее стихотворение и песню под названием «Тукалби Таджикистони Душанбе». В настоящее время состоялся финальный этап конкурса, а его победители будут награждены в День столицы Республики Таджикистан города Душанбе. Мероприятие официально открыла заместитель председателя города Душанбе Дильбару Дилзода, которая, в частности, отметила, что городской конкурс «Тукалби Таджикистони Душанбе» проводится на основании решения председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, с целью повышения художественного вкуса, укрепления интеллектуального потенциала, выявления и представления новых талантливых поэтов, чтецов и дикторов, обладающих высоким мастерством художественного слова, формирования и развития способностей и дарований подростков, молодежи и других слоев общества. После ознакомления составом жюри конкурса, в который вошли известные деятели науки, культуры, литературы и искусства страны, участники представили свое мастерство по номинациям: «Лучшее авторское стихотворение», посвященное столице Республики Таджикистан городу Душанбе, и «Лучшая песня», посвященная столице Республики Таджикистан городу Душанбе. Следует отметить, что в конкурсе текущего года в общей сложности приняли участие 3576 человек, из которых 138 получили путевку
подготовку в финальный этап. Лучшая песня, посвященная столице Республики Таджикистан, городу Душанбе. Лучшее стихотворение, посвященное столице Республики Таджикистан. И лучшая групповая песня, посвященная столице Республики Таджикистан, городу Душанбе. Сотрудники дорожно-эксплуатационных управлений районов города Душанбе в рамках своих обязанностей по оперативной очистке столичных дорог от снега и обеспечению безопасного движения транспорта приступили к работе с первых минут снегопада. Наши коллеги подготовили материал о деятельности сотрудников дорожно-эксплуатационного управления района Шох-Мансур города Душанбе. Снег падает без остановки, и Душанбе покрыт белым ковром. Звук техники и работа людей, несмотря на непогоду, такова нынешняя картина столицы. С высоким чувством ответственности сотрудники дорожно-ремонтных служб 4 районов города выходят на улицы и с помощью специализированной техники расчищают дороги и тротуары. Цель одна – обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта. В районе Шох-Мансур, который является главными воротами города, работа не прекращается ни на минуту. Из 66 машин, имеющихся в распоряжении районного дорожно-ремонтного управления, 47 специально подготовленных к зимнему сезону работают в эти дни и ночи. Управление отвечает за содержание 229,5 километров дорог, тротуаров и переулков. Рабочие выходят на расчистку с раннего утра, а для уборки тротуаров дополнительно мобилизованы отдельные бригады. Все подготовленные меры к таким сложным погодным условиям были приняты заранее. Есть достаточные запасы противоскользящих материалов, дизельного топлива и технических принадлежностей. По словам ответственных лиц, препятствий в работе нет, однако реальный контроль над ситуацией – это опыт и ответственность людей. Каждая открытая сегодня дорога – результат работы десятков сотрудников. Каждое транспортное средство, движущее без препятствий, результат круглосуточной работы дорожников и мер, принятых соответствующими органами. Сильные снегопады – испытания для города, но для дорожных рабочих это прежде всего ответственность. Сегодня Душанбе движется, и это движение благодаря тем, кто не оставляет город на холоде и снегу, внося свой вклад в чистоту и порядок на дорогах и тротуарах. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.